Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия, и сегодня буду делать для вас очередной обзор колоды. Это колода, на которой я работаю на YouTube, тоже чаще, чем остальные, хотя колод у меня очень много. Но для YouTube почему-то вот пока эти колоды. Итак, прошу прощения, Таро называется Таро Колесо Года. Основана эта колода на языческих праздниках Колеса Года. Всего их 8. Я думаю, что вы все в курсе. У меня колода издательства Лос Карабио Авалон, русскоязычная. Коробочка, я думаю, долго не проживет, хотя ей уже, наверное, года 4-5 этой колоде у меня. Коробочка хлипенькая, для кого это интересно. Также шла МБК с колодой, как обычно. Вот Авалон, она была только русскоязычная. Здесь краткое описание каждого аркана, как обычно, в принципе, какие-то коротенькие раскладики и небольшое описание самой колоды. И праздники, которым посвящена эта колода. Вот они все перечислены, да, и дата. Имболк, Астара, Белтейн, Лита, Лунгнас, Мабон, Самайн. И Йоль, конечно же, в декабре. Художник этой колоды Мария Карати. Ой, не художник, а автор колоды, а художник Антонелла Платана. Буду, как обычно, показывать вам каждую карту. Она по системе Райдера-Уэйта, эта колода создана. Такая достаточно яркая. На краях колоды, да, обрез мы видим, такая полосочка. В общем, красивая колода. Вот рубашка колоды, да, само колесо года. 8 ответвлений, это 8 праздников оно обозначает, да, и времена года. И также, конечно, обозначение планет и знаков зодиака. Но это только лишь на обороте колоды, потому что на самой колоде внутри, вот здесь, да, где-то есть, где-то нет, но все равно основные, вот эта карта Старший Аркан Шут, основные обозначения, да, 4 направления, 4 времени года здесь указан. Это у нас, в общем, карта Шут. Старший Аркан Шут, Старший Аркан Маг, Жрица, такая вот прекрасная, красивая. Императрица здесь прям чудесная. И что интересно, в этой колоде императрица, она сразу видно, бросается в глаза, что она не беременна. Нет у нее живота, как в колоде по классике у Райдера и у многих колод, в принципе, которые основаны на классике, но именно на Райдере Уэйте. В этой колоде такая императрица языческая, да, она обнажена, и живота в ней нет. Она такая вся прекрасная, красивая, цветущая. Император тоже красавец мужчина. Жрец, Иерофант по-другому. Влюбленные, тоже очень красивая карта. Такая, смотрите, колода такая очень яркая, очень красочная, красивая. Колесница. Сила. Вот тут прям сила, что ни на есть. И мужчина такой, да, брутальный, сильной такой янской энергии. И такой бык, прямо всю свою силу они, и один, и второй герой этой карты применяют, прям агрессия, да, от этой карты идет. Отшельник. Вот в отшельнике также, смотрите, колесо года изображено и руны скандинавские. Само колесо года, это у нас колесо фортуны. Правосудие. Повешенный. Смерть. Смерть тут прям такая красивая, изящная. Вот не знаю, как вы, но у меня такое ощущение, что как раз таки смерть, она беременна. Ощущение как-то вот чисто визуально создается, что у нее есть живот.
Хотя это только, скорее всего, мои личные ощущения от карты. Умеренность. Эльф такой у нас тут изображен. Дьявол. Дьявол, что вот самое, что ни на есть, дьявол, соблазн. Башня. Звезда или звезды. Здесь называется карта тоже обнаженная, красивая, белокурая девушка. Луна. Абсолютно женская карта, да, у нас тут и вода, вот, отражение ее, и сама луна, и самый колор карты, да, весь такой синенький, голубенький. Солнце яркое, обжигающее, такая янская энергия тут прям превалирует. Суд. Вот суд, конечно, по изображению, опять же, отличается от классического райдера, да. Здесь вот божественный свет над девушкой. Мир. Дальше пошли у нас младшие арканы. Ну, я просто складывала колоду, и как сложила, конечно, идет первый у нас жезлы. Хотя при сложении колоды это неверно. Ну, пусть будет так. Жезлы. Туз. Двоечка жезлов. Троечка жезлов. Тоже на райдере там изображен мужчина, да, с жезлами, который стоит на обрыве, да, и наблюдает корабли. Здесь же просто девушка лежит на лугу зеленом, цветущем, прекрасном. Жезлы лежат возле нее, рядом собачка, луна, месяц, да, в общем-то. Янской энергии, например, как в тройке жезлов у райдера, не так много. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка. Успех, да, тут прям видно. Прекрасная, красивая тоже карта. Семерочка жезлов. Восьмерка. Вот здесь восьмерка уже изображена, тут и герои карты есть, и орел, и мужчина, да, в отличие от классики, там просто летящие 8 жезлов изображены у райдера. Девяточка жезлов. Десятка. И здесь вместо пажа в этой колоде здесь идут принцессы. Это у нас принцесса жезлов. Рыцарь жезлов. Королева. И король. Вот они, прекрасная пара. Вот, это у нас были жезлы. Идут дальше у меня кубки. Это у нас туз кубков. Двоечка. Самая, наверное, прекрасная, самая моя любимая двоечка кубков из всех колод. Вот здесь прям, на мой взгляд, любовь-любовь, и пара обнимается. Троечка жезлов. Ой, прошу прощения, кубков, конечно же. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка. Шестерка. Семерка. Восьмерочка кубков. Девятка. Десятка. Вот. Хотя, в принципе, колода, да, вот девятка, десятка, в принципе, ничем особым не отличается. И тут семейный пикник, да, и тут просто изображена семья. И там очень любящие семьи. И такие достаточно счастливые и веселые. Тут, правда, изображены и дети, да, а здесь такое ощущение просто, что друзья, партнеры проводят праздно и очень весело, прекрасно времяпрепровождение, еще и Божья коровка.
Так, как я уже сказала, здесь вместо пажей у нас принцессы. Это у нас принцесса кубков, такая прекрасная фея, летящая голубка. Рыцарь кубков, королева и король. Вот он, прекрасная пара. Королева и король чаш. Так, дальше у меня лежат тузы. Туз мечей, двойка мечей, туда противостояние, ссора, некий конфликт, тройка мечей, четверка, пятерка, шестерка мечей. Тоже, кстати, как в классике изображена лодка, но тут человек один. На этой лодке сплавляется, собирается куда-то, отправляется. Семерочка, восьмерка, девятка и десятка мечей. Тут прям вот окончание. Здесь смерть изображена, как по мне, да. Все-таки это могила. И ворон, ну такая достаточно мрачная карта. Паж, принцесса, да, вместо пажа. Рыцарь мечей. Королева. Вот эта королева здешняя, да, мне напоминает королеву из Белоснежки. Вот мне кажется, прям очень они похожи. И сам король. В общем-то, смотрите, брутальная такая, жесткая, жестокая пара. Умная и властная, на мой взгляд, и мужчина, и женщина. Оба держат мечи в руках, поднятыми вверх. То есть они на готове, как по мне, всегда в боевой готовности. Или нападать, или защищаться. В общем, они всегда готовы. И последняя масть у нас это тузы, пентакли. Это у нас туз пентаклей, двоечка пентаклей, троечка пентаклей. Смотрите, тоже тут прекрасная и красивая. Тут мастер тоже изображен, но к нему не приходят, да, за советом, либо за какой-то услугой. А здесь мастер, художник изображает богиню. Прекрасную, красивую богиню. Четверка пентаклей. Пятерка, шестерка, семерка. Вот опять же, да, беременная девушка, семерочка пентаклей, некое такое ожидание. Восьмерка, кузнец, да, тут работа, прям работа, как в классике. Девятка, прям такая богатая, прибыльная девяточка. Ну и десяточка тоже богатое семейство, собравшее уже урожай, получившее результаты своих трудов. Принцесса пентаклей, это у нас паж пентаклей, рыцарь пентаклей и королева и король пентаклей. Вот такие тоже прекрасная, красивая пара. Очень богатые, зажиточные люди, по ним видно. И все, опять же, смотрите, да, в зеленых таких денежных тонах. Это была колода Таро Колесо года. Я надеюсь, она вам нравится. Расклады на этой колоде тоже вам нравятся. Стол шатается. Всех благодарю. Искренне надеюсь, что обзор вам был интересен. Да, те колоды, на которых я гадаю на своем канале, всем постараюсь выложить, чтобы вы, если вам вдруг что-то понадобится, что-то заинтересует, могли на них посмотреть. Как обычно, все новинки, обратите внимание, будут в инфоблоке. Всех благодарю еще раз. Всем желаю любви, здоровья, благополучия, удачи, гармонии, терпения и чудес. С вами была Астарта Сантия. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока.